Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Я председатель предметной комиссии по направлению специальное дефектологическое образование, профессор кафедры специальной педагогики и психологии, доктор медицинских наук Фархудинова Луиза Валеевна. На секунду, второй слайд. Так, вы можете записать почту и телефон, но я вам это продемонстрирую еще в конце нашей беседы. Так, все. Угу. Так. Значит, в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом, по решению правительства и согласно утвержденного решения университета нашего, экзамен будет проходить онлайн. Экзамен, который вы будете сдавать, состоится 7 и 22 августа с 9 до 15 часов. Это будет тестирование по дисциплинам специальная педагогика и специальная психология. Это основы знаний для подготовки по выбранному вами направлению. Для тех, кто поступает в магистратуру, уже освоив бакалавриат по данному направлению, то есть те, которые учились у нас, вставлять не будет. А для тех же, кто идет в магистратуру после непрофильного вуза, будет, конечно, несколько сложнее, но придется подучить, потому что эти базовые знания необходимы для дальнейшего обучения, для получения той специальности, той профессии, которую вы хотите. О направлении я расскажу чуть позже. Теперь о самом экзамене. Значит, вам представляются два варианта тестов. Они абсолютно равнозначны. Вы можете выбрать первый или второй. Значит, в каждом варианте тестов два раздела. Это специальная психология и специальная педагогика. Значит, в первом... Да, у нас есть слушатели, да, сейчас? Спасибо. Хорошо. Так, вы, те, кто слушает меня сейчас, вы можете отметить это для себя. Значит, в первом разделе «Специальная психология» выделяются такие части: основные понятия и определения специальной психологии, лица с ограниченными возможностями здоровья и отрасли специальной психологии. Здесь вы должны знать, обращайте внимание на каждое мое слово, пожалуйста, что такое специальная психология, основные теоретические положения специальной психологии, отрасли специальной психологии, не углубляясь, просто знать, что изучает олигофренопедагогика, тифлопедагогика, сурдопедагогика. Должны знать понятия дефект, вторичный дефект, группа детей с ограниченными возможностями здоровья и основные такие глобальные закономерности развития детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть, еще раз повторяю, в разделе «Специальная психология» это что такое психология специальная, основные теоретические положения, отрасли, понятия дефекта, вторичного дефекта и основные закономерности развития детей с ОВЗ. Второй раздел – это специальная педагогика. Здесь рассматриваются основные понятия и определения специальной педагогики. То есть, кого относят к лицам с ограниченными возможностями здоровья, что является предметом специальной педагогики, задачи, принципы, методы и приемы специальной педагогики, основные теоретические положения обучения и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, специальные условия для образования обучающихся с ОВЗ,
цели специального и инклюзивного образования. И, пожалуйста, еще раз обратите внимание, что такое специальная педагогика, предмет, задачи, принципы, методы и приемы. На сдачу экзамена дается только одна попытка. Доступ к экзамену открывается с 9 часов и продолжается до 15. В этот период необходимо войти в систему. Самое позднее время входа – 14 часов, но прошу по возможности до этого времени не задерживаться. После входа начинается отсчет времени. Стандартно это 1 час. Если заканчиваете раньше, очень хорошо. Несколько минут, может быть, задержится. Сложно сказать, лучше не задерживайтесь, потому что пересдачи не предусмотрены. В плане рекомендаций по подготовке к отборочному туру я бы хотела вам посоветовать определенный список литературы по данным предметам. Я покажу вам этот список в то время, когда будет демонстрироваться презентация, и немножечко его поясню. Значит, вот эту презентацию по выбранному вами направлению я сейчас представлю. Может быть, вы найдете что-то интересное и еще неизвестное о выбираемом вами направлении. За это время у вас могут возникнуть вопросы, и я готова на них ответить. Значит, сейчас еще раз вернемся к слайду с моими электронной почтой и телефоном. Телефон, разумеется, по WhatsApp прошу вас обращаться. А сейчас, пока мы здесь с вами работаем, вы можете в чате задать вопрос. Поэтому сейчас вот себе запишите или в чате вопросы задавайте. И обдумывайте свои вопросы и одновременно слушайте, пожалуйста, я вам расскажу об этом направлении и о программе по обучению по этому направлению. Итак, направление, которое вы выбрали, это специальное дефектологическое образование, профиль или направленность, управление образованием и психолого-педагогическим сопровождением лиц с ограниченными возможностями здоровья. Эта программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по этому направлению подготовки, утвержденный приказом Минобрнауки России 22 февраля 2018 года и зарегистрированный в Минюсте 15 марта 2018 года. Это самый последний стандарт высшего образования, самый последний и принципиально отличающийся от предыдущих. Отличается он тем, что эта программа, этот стандарт, на основе которого разрабатывается программа, составляется с учетом профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника. То есть, получается, мы готовим не просто педагога, который освоил данную программу, который научен, но педагога, квалификация которого полностью подходит под профессиональный стандарт. А профессиональная деятельность, к которой вы готовитесь, это педагог в сфере дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования. Вот по последнему приказу. Далее, но это не только педагог. Вот бакалавров мы готовим только как педагогов.
Значит, для вас, то есть закончив обучение вот по этому направлению, вы можете работать, то есть ваша квалификация будет отвечать требованиям квалификации педагога, педагога-психолога в сфере образования и педагога дополнительного образования детей и взрослых. Это очень важно на современном этапе. Уникальность программы состоит вот в чем. Значит, структура каждого модуля позволяет использовать в качестве вариативного или дополнительного модуля в программах других направлений подготовки дополнительных образовательных программ. То есть, значит, вы одновременно или можете обучаться по какой-то другой педагогической программе, где есть соответствующий модуль, или можете, значит, если после этой нашей магистратуры поступаете в какую-то другую педагогическую магистратуру, там тоже можно соотнести с их программой пройденный вами модуль. Реализация образовательного процесса происходит в условиях, максимально приближенных к решению профессиональных задач на базе Центра развития компетенций и научно-исследовательских лабораторий кафедры. Уникальность состоит и в возможности построения индивидуальных образовательных траекторий, собственного профессионального образа в службе психолого-педагогического сопровождения. То есть что это означает? Означает, что есть дисциплины по выбору, которые вы можете выбрать сами, те, которые будут к вам ближе, в соответствии с той профессией, вернее, с вашим будущим или настоящим местом работы. Ну и самое важное – это вход в профессию для лиц, не имеющих педагогического образования. Я в самом начале уже упомянула об этом. Те, кто закончил бакалавриат по специальному дефектологическому образованию, безусловно, могут поступать в эту магистратуру. Они продолжают обучение. Но у нас есть магистранты, у которых начальное первое образование экономическое, есть с юридическим образованием, и они прекрасно учатся. Очень интересно и очень хорошо. И из них уже получились замечательные специалисты. Так, область профессиональной деятельности, которая оговаривается в нашей программе на основе ФГУС, это образование и наука в сфере дошкольного, начального, общего, основного, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования и в сфере научных исследований. Также вы можете работать в других областях профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям квалификации работника. А в программе оговаривается, что вы в процессе обучения готовитесь к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: организационно-управленческой, но это у нас и в названии, да, есть, педагогической, методической и сопровождения. То есть вы можете сами работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья и можете руководить этой работой как методически, так и с точки зрения организационно-управленческой. Кто к нам поступает? Это выпускники бакалавры, работающие специалисты в сфере образования и психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ, руководители образовательной организации,
работающие специалисты в непедагогической области. Так, и программа ориентирована на подготовку выпускников для работы в образовательных организациях, там, где есть дети с ОВЗ. Это общеобразовательные, специальные, коррекционные, инклюзивные. В службах психолого-педагогического сопровождения, центрах развития и социальной реабилитации, в организациях здравоохранения и социальной защиты. Освоение программы позволит вам приобрести необходимые знания в области общей специальной педагогики за счет основных и факультативных дисциплин, изучить актуальные дискуссионные вопросы современной науки и практики специального и инклюзивного образования, овладеть необходимыми компетенциями в области организации и методического руководства коррекционным образовательным процессом, и овладеть необходимыми профессиональными компетенциями в области управления образовательным и коррекционно-педагогического процесса. Вся программа рассчитана на 2,5 года, состоит из 3 блоков. Это первый блок, это дисциплины, которые вы изучаете, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Что это значит? Обязательная часть – это вот те модули, о которых я говорила, которые соответствуют модулям некоторых других педагогических направлений. И часть, формируемая участниками образовательных отношений, это те дисциплины, которые вы будете выбирать сами из предложенных. Второй блок – это практики. И третий блок – государственная итоговая аттестация. Как же это происходит, обучение? Наш университет располагает материально-техническим и учебно-методическим обеспечением образовательной деятельности, кадровыми и финансовыми условиями реализации программы. Все, что прописано, все требования, прописанные в последнем государственном федеральном образовательном стандарте высшего образования, у нас выполняются. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде и к электронным библиотекам. Имеются учебные аудитории, которые оснащены всем необходимым оборудованием, помещения для самостоятельной работы, комплекты программного обеспечения. Ну и самое, пожалуй, главное, это то, что квалификация педагогических работников, которые будут вас обучать, отвечают квалификационным требованиям. Педагогические работники, все занятые преподаванием в магистратуру, имеют ученую степень или ученое звание. Вот для того, чтобы развивать практические навыки, у нас на кафедре есть Центр развития компетенций, иначе мастерская специальных технологий инклюзивного образования. Руководит ею завкафедры специальной педагогики и психологии, кандидат педагогических наук, доцент Мустаева Елена Рафаэльевна. Для чего эта лаборатория создана? Для усиления практической подготовки будущих бакалавров и магистров в условиях специально организованной производственной среды. То есть понятно, что студент, будь то бакалавр или магистрант, значит, постигает практику, так сказать, практику на практике, да, то есть на базе образовательных организаций. Но для этого вы должны сначала научиться использовать дидактический материал для исследования каких-то особенностей этих детей, научиться пользоваться аппаратурой и приборами, которые будут необходимы в работе с такими детьми. И вот это вот делается на самое начало в условиях как раз мастерской специальных технологий инклюзивного образования.
Вот здесь на слайде представлены аудитории Центра развития компетенций. Вот. И часть показана аппаратуры, которая есть. Это вот прибор логопедический, Интон М, тренажер. Значит, далее это аппаратура для того, чтобы слабослышащие и глухие, которые пользуются слуховыми аппаратами, могли слышать в аудитории так же, как и все. Прибор, значит, Дельфа, предназначен для логопедических занятий, самый современный. Ну, дальше вы видите портативный дисплей Брайля, стационарный увеличитель. Это для тех лиц, которые плохо видят. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, это имеется в виду вот из абитуриентов, по их заявлению предоставляется возможность обучения по программе магистратуры, которая учитывает особенности их развития, индивидуальные возможности, и при изучении, при их обучении для них еще и разрабатывается индивидуальная коррекционная программа и программа социальной адаптации. То есть они не только обучаются, но и сами получают коррекцию и, значит, знания по социальной адаптации. Но у нас не только учеба, значит, очень большие возможности для научной работы. Основам научной работы вас будут обучать. У вас есть такие предметы, которые будут вести прекрасные преподаватели. И результатом вашей работы научной, особенно если вы заинтересуетесь и вольетесь или каким-то своим направлением, мы вам с удовольствием поможем, или вольетесь в работу каких-то направлений, научных направлений кафедры. Вот смотрите, здесь представлены так чуть-чуть небольшие результаты. То есть наши магистранты участвуют в конференциях, в том числе международных, публикуются в научных журналах, получают сертификаты, получают грамоты, дипломы и получают даже высшие, первые, вторые и третьи места в различных международных конкурсов научных работ. Так что у вас все впереди. Вступительные экзамены – это у вас тесты, я об этом уже сказала. И вот еще раз позвольте напомнить о себе. Пожалуйста, сфотографируйте, если видно вам, да? Вот, я к вашим услугам. Пожалуйста, можете задавать вопросы по электронной почте или в WhatsApp. Спасибо вам за внимание. Вот наши девочки трудятся. Значит, спасибо вам за внимание. Если у вас возникли вопросы, я могу на них ответить сейчас.
Так, есть вопросы? Я жду, я вас слушаю. Не, не только слушаю, я имею возможность прочесть в чате и сразу вам ответить. Есть какие-то вопросы по конструкции тестов, по тому, что туда входит? Так, тогда сейчас слайд с литературой. Я сама дойду до нее. Ага. Все, вот он нашелся. Так, уважаемые абитуриенты, я вам обещала литературу, но она должна быть представлена на сайте. Тем не менее, вот я выбрала такие учебные пособия, которые являются, ну, основой, такой классикой специальной педагогики и психологии. Вот. Разумеется, есть еще много учебников, но вот это вот, так сказать, вот самая основа. И я вам выделила вот здесь 6-й и 7-й номер. Значит, эти источники вы можете найти вот по указанному адресу и там же это почитать. Это все совершенно доступно. Вчера я это все проверила еще раз. Это немножечко такой хороший вариант чисто учебного пособия. Конечно, затем вы будете читать монографии и по специальной психологии, и по специальной педагогике. Вы будете изучать очень глубоко, но вот эта вот самая основа, она вам может пригодиться именно сейчас. Вот перед вами литература, а я продолжаю ждать ваших вопросов. Так, вопрос... Покажите мне чат, пожалуйста. Вопрос о написании эссе. Меня слышат, задавшие этот вопрос? Так, ну хорошо, отвечу здесь. Значит, эссе вы не пишете, вы только тест сдаете. Только тест. Так, я не совсем поняла. Вот сейчас пришло сообщение. Это бакалавр прислала или магистрант Суханова Анна? Нет среди
магистров? Спасибо. Всё. Так, ну что ж, вопросов нет. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, что вы сейчас несколько глубже узнали. Ну, то есть, что такое это направление, эта специальность, вы, конечно, знаете, раз вы хотите сюда поступать. Вот, а сегодня я вам описала программу, по которой вы будете обучаться. У вас широкие возможности. Вы можете изучать, кроме того, что необходимо, еще и то, что вы хотите, то, что вам нужно. Мы будем вам всячески помогать. Добро пожаловать. Мы вас ждем. Телефон есть. WhatsApp работает. Жду.